Итак, хотелось бы дать некоторые пояснения. У нас часто транслируется площадь лесных пожаров. Площади мы не скрываем, и СДМ нам в помощь. Но вместе с тем, когда называются цифры 1000 гектар, 10 тысяч гектар, 100 тысяч гектар, люди думают, что это одномоментно полыхает. Но, во-первых, не полыхает, а горит, у нас все-таки не война сегодня. А пояснение в следующем. Вот пожар. Вот его распространение. Здесь уже ничего практически не горит. Горит вот эта кромка. Есть методика тушения ландшафтных пожаров, разработанная нашими отечественными учеными, которые высчитывают вот эту горящую кромку. Разработана в 2015 году. Каждый может почитать и понять, что не вот это все горит, не 100 тысяч, не миллион, а горит конкретно вот здесь, по кромке. Людям надо это объяснять. Второй момент. Площадь, пройденная огнем, не равна площади погибшего леса. Почему? Есть законодательная база. Пожар потушен, проводится лесопатологическое обследование в установленные сроки. Специалисты понимают, о чем я говорю. И когда они его проводят, для этого есть временные рамки, они и определяют окончательную цифру, какой лес погиб. Например, если брать весенние пожары, еще раз повторяю, площади пройденной огнем никто не скрывает, менее 10% погибший лес. Пожары, как правило, низовые, низкой интенсивности, однозначно гибнет только подверховой пожар. Если говорить все-таки о площади, пройденной огнем, пожар должен быть потушен. Потом проводится верификация. Верификация – это обследование площади. Зачастую огонь распространяется по ветровой нагрузке. Внутри пожара, как правило, остаются большие значительные участки местности, леса, в которые огонь не заходит. И только по проведению верификации, обследования, определяется точная площадь. Это тоже я хочу, чтобы наши жители нашей страны это понимали.